Багрянский Василий Игоревич, заместитель директора Института проблем нефти и газа Российской академии наук, член нашего экспертного совета. Пожалуйста. Добрый день, спасибо за предоставленное слово. Я постараюсь быть кратким, хотя у меня презентация, конечно, тут больше, чем на 5 минут. Я хотел показать роль нашей нефтегазовой индустрии, и именно ее арктической составляющей в мировой нефтегазовой индустрии. Ну, во-первых, вы видите трехмерное изображение арктического региона, из чего сразу видно, наглядно видно, что российский шельф Арктики, он несопоставимо больше, чем шельфы всех других стран в Арктике. Я имею в виду и Соединенные Штаты, и Канаду, и Данию, Гренландия, ну и норвежский шельф также. Из этого даже не надо делать серьезные расчеты, чтобы понимать, что именно здесь сосредоточены основные ресурсы нефти и газа арктического региона. Ну, в общем-то, от этого и определяется, я прямо так скажу, зависть различных стран вот тому, чем нас наделил Господь Бог. Но даются ресурсы добычи углеводородов очень непросто, потому что 2/3 страны – это районы развития мерзлоты, которые продолжаются в том числе и на арктический шельф, не повсеместно, но достаточно на значительных территориях, особенно вот море Лаптевых, Восточно-Сибирское. Сейчас здесь идут весьма нежелательные процессы, идет достаточно сильная дегазация недр в атмосферу. Проводились экспедиции дальневосточным отделением Института океанологии и уже международные экспедиции, которые это показывают. И такие же проявления имеют место и на суше. Но за счет, главным образом, колоссальной активности в советские времена Россия является абсолютным лидером по запасам и ресурсам углеводородов в арктическом регионе, причем как на шельфе, так и на суше. Я в цифры не буду сейчас касаться, чтобы в детали и не идти. Но вот эти графики, которые тут есть, они это подтверждают. Ну и с 2005 года Россия является абсолютным лидером по морской нефтегазодобыче на шельфе Арктики. Это вот может быть неожиданно для некоторых будет такая информация. Вот красный цвет, вот здесь график вы видите в правой части. Добыча достаточно активно развивается на всех акваториях. За последний год, в частности, на Балтике были серьезные открытия. Ну и, как вы знаете, на 2 месторождениях в Арктике, на шельфе этой приразломной и Юрхаровская, достаточно активно идет нефтегазодобыча. Но пока что еще мы не учитываем колоссальные потенциалы глубоких горизонтов. Вот эти слайды здесь иллюстрируют и доказывают то, что на большой глубине, большие глубины, я имею в виду относительно от 3 километров до 10 километров, могут быть еще открыты очень крупные, гигантские месторождения. Но если посмотреть ретроспективно, что нам дала Арктика в целом в стране, вот здесь показаны графики добычи газа в Янау. Ну, началось это с 1972 года, как вы видите. И добыча колоссальная, она свыше 500 миллиардов кубометров, накоплено уже, то есть добыто 16,5 триллионов кубометров. Это колоссальные объемы, это в 8 раз больше, чем добыто на Аляске. 8 раз. И по нефти, конечно, вот именно в арктической зоне пока что результаты более скромные, поэтому я не буду останавливаться. Но Арктика в российском балансе долгие годы давала и продолжает давать от 85 до 90% газа. То есть это колоссальные объемы. Здесь показана, ну как бы, геополитическая, я бы сказал, так сказать, роль России по углеводородам за более чем 100-летний период. Но, к сожалению, вынужден отметить, что в последние годы с учетом вот нашей добычи углеводородов и в том, что в мире эта добыча очень активно растет, наша роль снижается. Хотя добыча вроде бы как у нас растет, она действительно растет, но темпы мировой добычи опережают. Но вот если посмотреть роль газа Янау по сравнению с российской добычей, вот вы видите, графики здесь показаны,
То есть ЯНАО один регион лишь, но полностью арктический регион, дает, как я сказал, там порядка 90% российского газа. А если сопоставить вот этот газ с другими странами, лидирующими, причем не только странами, а даже, я бы сказал, по бассейнам. Например, возьмем все Северное море, там и Великобритания, и Норвегия, и другие страны. Вот здесь показано, видите, пунктиром. То есть наша ЯНАО дает, ну вот по графику видно, в 2,5 раза больше газа, чем все Северное море. Если сравнить с Ближним Востоком, например, а там больше 10 стран, то ЯНАО долгие годы давала гораздо больше, чем весь Ближний Восток, и только лишь вот год назад они нас немножко опередили. Ну и также, вот если сопоставить с Соединенными Штатами, вы видите, долгие годы ЯНАО тоже опережала. Сейчас американцы вырвались вперед за счет сланцевого газа, но тем не менее, один наш арктический регион, он или опережал всю Америку, или продолжает быть сопоставим с добычей в Соединенных Штатах. Вот это все показывает роль российской Арктики вообще в нашей жизни, в жизни нашей российской экономики. Здесь показаны также накопленные аспекты, я не буду в них в деталях, наверное, останавливаться, здесь можно тоже долго рассуждать. В Соединенных Штатах, конечно, за всю историю накоплено, добыто газа больше, чем Россия, потому что мы идем здесь в целом в историческом процессе с некоторым опозданием по сравнению с ними. Ну вот посмотрите опять-таки ЯНАО в сравнении с Мексиканским заливом, синяя линия внизу. Вроде бы мы говорим, Мексиканский залив – это вот мировая кладовая и так далее. Вот ЯНАО, ну, во сколько? В 4 раза больше дает, чем Мексиканский залив. Ну и также Северное море, как я уже говорил. А куда это все девается? Ну, вот здесь по газу порядка 30% мы вывозим на экспорт, а 70% потребляем, это внутреннее потребление. А вот по нефти порядка 75% нефти, включая нефтепродукты, мы экспортируем. Вот график это иллюстрирует и об этом свидетельствует. Это тоже надо понимать, что мы, конечно, Западу очень помогаем жить комфортно. Но очень пока что еще много нам предстоит поработать с точки зрения утилизации попутного нефтяного газа. Это все очень легко видно из космоса. Американцы постоянно этот вопрос мониторят. В Салехарде несколько лет назад было международное совещание, где присутствовали в том числе представители Соединенных Штатов. Ну и вот на те некоторые цифры, которые мы озвучивали, вот здесь графики показаны, они с такими улыбками реагировали. Ну, от этого, собственно, и рождается некоторое недоверие. То есть, по факту, мы сжигаем, к сожалению, больше, чем это у нас рапортуется. И еще очень важный вопрос. Вот все наши вот эти хорошие результаты, которые мы сейчас имеем, они главным образом благодаря заслугам советского времени. Сейчас состояние российской геологоразведки, я бы сказал, плохо как никогда. Вот есть такой параметр, как отношение эксплуатационного бурения объемов. Можно по количеству скважин или по количеству метров, которые бурятся, по отношению к поисково-разведочному бурению. Так вот, во всем мире вот соотношение примерно 1 к 3. То есть на 3 эксплуатационные скважины в мире бурят 1 поисково-разведочную. У нас долгое время такое соотношение было, но в последние уже 6 лет после вот кризиса 2008 года этот коэффициент у нас 25-26. То есть на 25 эксплуатационных скважин всего лишь 1 скважина поисково-разведочного бурения. Из этого я делаю вывод, что необходимо, и не только я не один в этом плане, необходимо возрождать некий аналог того налога, который был исторический, налог на ВМСБ, так он назывался. Как уж это будет названо или из какого налога и будет вычитаться эта составляющая и целевым образом направляться на возрождение поисково-разведочных работ в России, это уже, я бы сказал, дело техники. Но это необходимо делать, поскольку нефтяные компании делать этого не будут. И
хотел еще один момент очень важный затронуть. Сейчас в мире уже все столкнулись, больше того, в Соединенных Штатах даже в 2010 году разразился колоссальный скандал. В Мексиканском заливе сейчас выведено из эксплуатации уже порядка гораздо больше, чем 2000 платформ и больше 30 тысяч скважин. И выяснилось, что никто их не мониторит в Соединенных Штатах, то есть состояние выведенных из эксплуатации скважин. Так вот, практически не мониторятся они и в России. А существует такое понятие, как заколонные перетоки углеводородов, то есть по заколонному пространству. Мы можем ее ликвидировать, зацементировать скважину, но существуют протечки и образуются техногенные залежи. Но об этом много написано, это как бы неоспоримый факт. В первую очередь как раз мигрирует газ, который очень летуч в прямом и переносном смысле, легко проникает через микротрещины. И вот эти углеводороды могут себя проявлять в различных структурных этажах и выходить на поверхность. Здесь я уже не буду как бы детализировать, но могут быть крайне нежелательные последствия. Надо законодательно также закреплять вопрос мониторинга фонда ликвидированных скважин. Это колоссальный объем. Причем, посмотрите, во Вьетнаме есть резервный финансовый фонд для ликвидации скважин. В России этого фонда нет. То есть вьетнамцы в этом плане оказываются гораздо более умны. Причем мы там работаем, и мы там начинали нефтяную газовую индустрию, в частности, наше совместное предприятие «Петровьетнам». Каждый год делаются отчисления в фонд ликвидации скважин. В России это тоже надо налаживать, поскольку не за горами уже такая колоссальная работа. Ну и, наверное, я все в этом плане сказал. Хорошо. Еще, конечно, существует Василий Игоревич, проблема пересечения границ. Предложения есть. Ну, предложение, на самом деле, по восстановлению налога на геологоразведочную работу, оно звучит не только со стороны представителей нефтяного и газового бизнеса, но и со стороны тех, кто занимается твердым полезным ископаемым. И этот вопрос нам рано или поздно надо решать. Либо перестраивать все подходы и системы к стадийности и источникам финансирования геологоразведочных работ. Потому что на первых стадиях региональной работы и поиск есть большие риски. Значит, мы должны компенсировать их недропользователям, значит, абсолютно льготным затем недропользованием. Вот что-то в этом духе надо писать. Можно начинать с закона об Арктике. Хорошо. Значит, уважаемые коллеги, Зуга Игорь Михайлович, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый Вячеслав Анатольевич, Александр Николаевич, члены экспертного совета, приглашенные. Безусловно, у нас уже сегодня прозвучало, что рассматриваемая концепция федерального закона – это базовый закон, и что мы этим самым понимаем, что у нас законодательство об Арктике, формируется правовое поле о деятельности в Арктике. Вот об этом я, собственно, и хотел в своем докладе доложить. Совет Федерации не видит свою задачу только остановиться на этом законе, мы уже видим следующий шаг. И, если по возможности, я проинформирую присутствующих здесь коллег. В рамках морской доктрины до 30-го года арктическая тема выделена в самостоятельный раздел, и называется она «Арктическое региональное направление». Перечень долгосрочных задач в этом документе значительно расширен. По сравнению с действующей редакцией к ним, в частности, относится вопрос создания всевозможных условий для деятельности российского флота. И обращаю внимание, как в рамках продолжения предыдущей темы, это российских нефтегазодобывающих и газотранспортных компаний в Баренцевом, Белом и других арктических морях на трассе Северного морского пути, а также в северной части Атлантики и ряд других. И одной из задач также это соблюдение интересов Российской Федерации, российских нефтегазодобывающих и транспортных компаний при разграничении морских пространств и дна морей Северного Ледовитого океана с приарктическими государствами. Главным инструментом решения данных задач в Арктике является процесс или введение Института морского пространственного планирования, используемого во всем мире ведущими приарктическими странами. Как показывает мировой опыт таких стран, как Германия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Канада, США, посредством данного инструмента обеспечивается это согласование международных интересов приарктических государств, согласование интересов государства и всех субъектов
деятельности на морской территории, в том числе решение технических, надзорных и юридических вопросов в случаях, когда деятельность одного пользователя акватории затрагивает права другого. Также управление участками акватории, где деятельность уже ведется, и выявление перспективных участков для освоения шельф, недр, природных ресурсов в будущем, их комплексная оценка с целью выдачи лицензии, разрешения проведения научных исследований. В июле 2014 года рабочая группа по морскому пространственному планированию Всемирного фонда дикой природы подготовлен обзор мирового опыта в области морского пространственного планирования и сделаны следующие выводы о его развитии и состоянии в мире. Большинство стран реализует морское пространственное планирование в рамках существующего законодательства, либо в рамках специальных соглашений между министерствами и ведомствами. Большинство стран имеет горизонт планирования для своих планов морского пространственного планирования от 10 до 20 лет. И, безусловно, существующие планы морского планирования практически не предусматривают международный аспект. На мой взгляд, вот здесь уже говорили о том, что в рамках вот этого закона, концепции, надо было бы предусмотреть вопросы международной интеграции, международные в целом вопросы. Я с этим абсолютно согласен. Несмотря на наличие политической воли для разработки совместных межгосударственных планов, например, со стороны Европейского Союза до сих пор нет четкого понимания, каким образом этого можно достичь. Я думаю, что мы здесь могли бы быть одними из первых, кто предложил бы в мире решение такой задачи в рамках, вот, в том числе и предлагаемого сегодня рассматриваемого закона. Сегодня в России морское пространство не является предметом комплексного, эффективного и экологически безопасного и рационального природопользования. Принятые планы и программы поддержки некоторых видов морской и морехозяйственной деятельности носят узковедомственный характер, и такая ситуация может привести к конфликту интересов различных ведомств и регионов в целом. Еще раз хочу подчеркнуть, планирование и организация морской деятельности – это необходимость. Особенно значение этого вида пространственного планирования возрастает на участках мирового океана и морей, омывающие континенты именно северного полушария Земли, в зонах активной экономической деятельности, а это Арктика. Инициировать МПП необходимо до начала активного развития хозяйственной деятельности в этой зоне, которая ожидается в ближайшие 20 лет. Таким образом, у нас может получиться целостный механизм морского планирования на законодательном уровне, который обеспечит комплексный подход к управлению морскими территориями и оптимальное использование морских ресурсов на шельфе. Минимизирует риски прямых и косвенных экологических и экономических ущербов при осуществлении такой деятельности хозяйственной на шельфе. Для Арктики с ее крупной и трепетной экосистемой предупреждение этих рисковых вопросов номер один. И это, кстати, очень широко обсуждалось на Невском экологическом форуме в Петербурге вот буквально совершенно недавно. Отмечу также, что в настоящее время разрабатываемый правительством Российской Федерации проект федерального закона о государственном управлении морской деятельностью Российской Федерации, направленный на создание целостной системы формирования и реализации национальной морской политики Российской Федерации и на установление правового регулирования морской, военно-морской и морехозяйственной деятельности, не затрагивает вопросы морского пространственного планирования. Поэтому нам надо обратить особое внимание, чтобы рассмотреть возможность, Вячеслав Анатольевич, совместно с рабочей группой, которую, кстати, возглавляет присутствующий здесь Александр Витальевич, о территориальном развитии, предусмотреть возможность, может быть, либо отдельным законом это провести, но это не мировая практика, либо отдельным разделом в рамках закона о стратегическом планировании. Мы предварительно этот вопрос сейчас на ходу обсудили, именно так. Я думаю, в данной ситуации появится именно правовая основа для разработки, построения и функционирования именно комплексной системы акваториального пространственного планирования в Российской Федерации. Будет определен инструментарий единого планирования прибрежных территорий приморских акваторий. Обеспечено включение данной деятельности в систему стратегического и территориального планирования, действующую в стране. Понятно, что потребуется внесение и изменений в действующие какие-то смежные федеральные законы. Но
Очевидно, что отсутствие системного законодательного акта, регулирующего отношения между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами, возникающие при осуществлении всех возможных видов деятельности на акватории морей и водоемов, является основной проблемой для осуществления рационального функционального зонирования морских акваторий, в том числе и в арктической зоне Российской Федерации. Уже все ваши генеральную идею поняли, но не поняли только, что вы предлагаете. Вы, по сути дела, значит, внесли одновременно 3 предложения сразу. Вы хотите свой закон пристроить, либо в виде отдельного закона принять, либо в закон о стратегическом планировании, подождите, закон о стратегическом планировании, либо в закон об Арктике. Так куда вы хотите свою эту... Однозначно он не может войти в закон об Арктике, потому что закон об Арктике – это базовый закон, это зонтичный, модельный закон. И он все вопросы не может в себя вобрать хозяйственной деятельности. Я еще раз говорю, нормативного, инженерного сопровождения той хозяйственной деятельности, которая будет вестись на прибрежной территории или шельфовой в экономической зоне морской, экономической зоне России. А предложение у меня в моем докладе, оно безусловно простое. Это, я считаю, очень важно в рамках протокола внести в пункт номер 3, это предусмотреть механизмы морского пространственного планирования при формировании стратегии пространственного развития Российской Федерации. Это та рабочая группа, которую возглавляет, и я думаю, Александр Витальевич не будет возражать. И второе предложение, это все-таки экспертному совету в рамках поручения председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко провести в осеннюю сессию в Совете Федерации круглый стол с рассмотрением вопросов, о чем я говорю, вопросов морского пространственного планирования. Кстати, там и определимся, как правильно поступить. Либо это будет отдельный закон, либо все-таки это будет один из разделов в законе о стратегическом планировании. Спасибо. Ну, хорошо, понятно. Валентина Николаевна, пожалуйста. Валентина Николаевна Пневненко, депутат Государственной Думы, ветеран всех сражений за Арктику. Спасибо большое. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, уважаемый Александр Николаевич, все присутствующие. Очень отрадно сегодня слышать заключения и докладчиков, и выступающих о необходимости принятия этого закона. Действительно, практически 20 лет, как идет в том или ином варианте разработка и внесение законов об Арктике. И ни один из предполагаемых проектов закона не был доведен до конца. На мой взгляд, причинами этого являлись 2. Первая причина, когда правительство смотрело на карту Российской Федерации и видело на карте, какой большой объем территории занимает север, наверное, было страшно, что принятие этого закона оно будет основой для того, чтобы устанавливать определенные преференции, на которые нет ресурсов. А второе, те территории, которые не имеют статуса сегодня крайнего севера или даже приравненных к ним местностей, но которые частично пользуются государственными гарантиями по северу в виде районных коэффициентов, боялись потерять тоже эту преференцию. И поэтому я помню из практики своей работы, обращались в комитет, ни в коем случае не будем поддерживать этот закон, потому что он вредный, вы понимаете, что там будет дальше происходить. То есть политическая составляющая. Хорошо, наверное, это время прошло, и сегодня важнейшее обоснование принятия закона об Арктике – это геополитический аспект. Это защита севера Российской Федерации, это защита интересов государства прежде всего, и последующие все те меры, которые позволят действительно развивать Арктику и север, поскольку это, по сути дела, основа развития экономики всего государства российского. Это та платформа, та площадка, на которой может быть дан новый импульс развитию, действительно социально-экономическому развитию нашего государства. Поэтому мне кажется, что вот тот аспект, который связан и с началом действия закона о стратегическом планировании, и это тот огромный мегарегион, который сегодня может быть тоже как основа для разработки преференций государственных
в интересах улучшения качества жизни, прежде всего, населения. Вот это обоснование к принятию данного закона. Я поддерживаю те мнения, которые высказывались о том, что этот закон должен быть базовым. Этот закон должен быть той основой, которая послужит разработке других законодательных актов на основе оценки, анализа, которая должна быть завершена, как сегодня докладчики говорили, к 1 августа, для того, чтобы дальше прорабатывать и наполнять основной базовый закон теми законодательными актами, которые позволят развивать его в разных сферах деятельности. На мой взгляд, невозможно вписать в один единый закон все те направления, о которых мы сегодня говорили. Это просто будет недееспособный законопроект. Это будет, по сути дела, ну, опять-таки, та нормативная база, которой можно будет относиться, может быть, даже пренебрежительно. И на основе этих законов, я думаю, что можно будет и исполнять, и корректировать, и наполнять и федеральные программы, связанные с развитием Арктики, Севера, коренных малочисленных народов, то есть все те направления, которые сегодня важны и нужны, и которые сегодня интересны. Я поддерживаю выступление и Егора Афанасьевича, и Александра Николаевича в том, что в законе четко должен быть прописан объект правового регулирования. Это те регионы, те территории, которые должны быть включены в отдельную статью закона. Я не преследую цели критиковать указ президента о сухопутных территориях, но должна сказать, что в этот перечень вошли те территории, которые даже статуса крайнего севера не имели, а часть улусов, в том числе якутских, 3 территории Республики Карелия, которые на самом крайнем севере, которые прошли все экспертные оценки по праву быть в этом перечне арктических территорий, они отсутствуют. И мне бы хотелось еще раз сказать, я уже не первый раз говорю, но настаиваю на этом, что ведь учеными была проделана огромнейшая работа по районированию севера, на основе оценки, анализа, на основе той большой кропотливой работы, которая позволила по 3 показателям – природно-климатическим, социально-экономическим, медико-биологическим – определить те зоны, можно по-разному их называть, особо экстремальные, экстремальные и в более-менее благоприятных условиях, которые, по сути дела, определяют границы. Ведь сегодня важно что? Вот этот закон базовый об Арктике, он позволит развивать дальше законодательную базу в целом по севере, которые должны и отрегулировать и те затраты, и те обязательства, и те гарантии, которые сегодня не просто размыты, а которые, мягко говоря, сегодня уже являются спорными. Я, например, называю районные коэффициенты, которые сегодня действуют и федеральные, и региональные, и отраслевые, по разным регионам, по-разному. То есть должна быть вот та основа, которая, по сути дела, составит кодекс законов, арктический кодекс, который будет развиваться дальше и который будет служить делу и защиты, и развития Арктики. Я заканчиваю свое, так сказать, выступление тем, что мы все с вами имеем протокол совместного заседания. Здесь есть та часть, которая касается концепции проекта федерального закона, и предлагаю принять его за основу. Хорошо, спасибо. Пожалуйста, Игорь Леонидович Спектр. Председатель комиссии Общественной палаты России по развитию социальной инфраструктуры ЖКХ. Вы знаете, мне вот с моими коллегами, мэром Норильска и мэром Якутска, пришлось работать над законом в его самом начале. А учитывая, что с 1992 года я президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера, то с Пивненко Валентиной Николаевной, о районировании мы говорим с того самого времени. И вот вы знаете, нам казалось, что все уже, вот закон готов, вроде бы все согласились, и вот это вот разговоры на всех уровнях, они идут годами.
Конечно, то, что сегодня Валентина Ивановна участвовала, я надеюсь, мы еще сумеем с ней переговорить, улетая в самолете, учитывая, что сейчас ее нет, к телу приблизиться удастся. И я думаю, удастся уговорить ее, что она является, наверное, той движущей силой, которая может сегодня повлиять на правительство. Потому что другого я просто не вижу. Хотя я с ней категорически не согласен, когда она говорила в ответ на предложение о создании комитета, я считаю, это совершенно неправильно. Я писал ей письмо, она мне написала, что нужно улучшить работу комитета, который занимается вопросами Севера. Сегодня она вообще все переложила на совет арктический, сказала, что действительно во главе совета сидит потрясающий, грамотный человек, бывший губернатор Якутии, знающий Север. И нам пришлось столкнуться со Штыровым в то время, когда готовился доклад Путину и когда погиб Цветков. И все это Штыров взял на себя. Это был исключительно новая концепция, прекрасный доклад. Но сегодня сваливать на экспертный совет и на Штырова, я считаю, неправильно. Я все-таки настаиваю на том, что нам нужно говорить, пусть не обижается на меня комитет, но когда в комитете сосредоточено все на свете, и жилье, и строительство, и местное самоуправление. Ну вот я как представитель подобного же учреждения в Палате Российской Федерации, где я отвечаю за социалку, ЖКХ и местное самоуправление, понимаю, что нагружать дальше подобными вопросами нельзя. Должен быть комитет, в котором раньше мэры городов приезжали, решали вопросы. Это был действующий комитет. По-разному он работал, с разными руководителями. Но это был действительно комитет по Северу. Сегодня, я считаю, должен быть создан комитет по Арктике, городов Заполярья и Крайнего Севера. То же самое в Думе, вот сидит Валентина Николаевна. Ну, сидит там во главе этого комитета руководитель, которого в глазах, кроме неспаханных центнеров собранных и гектаров земли не вспаханных, ничего нет. Ему 100 лет не нужен Харитонову север. Все попытки его вообще раскачать на север не дают успехов. Была Пивненко, руководитель комитета по северу, решались вопросы. Сегодня полный ноль. Но человек не видит ничего перед собой. Ну и мне жалко, что нет Валентины Николаевны, но, Валентина Ивановна, я могу сказать, что такой даже мало прозвучавший вопрос, как переселение, мы не говорим о коренных народах, но вот вопрос переселения, который с каждым годом уменьшается, с той же Пивненко, как полномочным представителем президента по северо-западу, Матвиенко и Пивненко, тогда председателем комитету, мы только в Воркуте решили снос 21 поселка. Вот я как мэр снес 21 поселок. Это больше 500 тысяч квадратных метров жилья, это детские сады, это школы ненужные, времен Лаврентия Павловича Берия. Это помимо нравственной стороны, о чем говорил сегодня вот представитель Нерингри, о здоровье. У нас при Союзе создан комитет по здравоохранению, который возглавлял Покровский Валентин Иванович, президент Академии наук, сейчас Рошаль. Конечно же, люди не коренные народности, а те, которые, вот, ну, предположим, как я, 45 лет, проработавшие на севере, нуждаются в переселении. Переселение гаснет. Поэтому мне кажется, что мы должны в нашем резюме говорить о более жесткой позиции, о принятии этого закона. Ну и я присоединяюсь ко всем выступающим. Вопрос чрезвычайно серьезный. И пусть Акимов не обижается на меня, пусть он будет председателем комитета, а не замом по северу, но чтобы был комитет. И Пивненко, потому что там и председатель Госдумы не понимает, чем надо заниматься по северу. Ну, это такие. Вы имеете в виду, что если Валентина Ивановна нет, то это не значит, что она не следит за вами. Я ей писал официально бумаги, официально говорил адрес. Ее, да. Хорошо. Значит, Игорь Леонидович, очень такое содержательное выступление.
Уважаемые коллеги, ну, мы подходим к завершению. Заметьте, пусть на меня не обижаются мои коллеги, члены Совета Федерации, которые не выступили. Мы с вами общаемся каждый день и выступаем день и ночь, значит, и знаем, о чем вы скажете, и знаем, как учесть ваши предложения. Поэтому давайте мы учтем их в протоколе и в дальнейшей нашей работе. Так, я предоставляю слово для заключения Геннадию Федоровичу Алексееву и прошу вас, Геннадий Федорович, буквально в 3 минуты уложиться. Да. Уважаемый Вячеслав Анатольевич, уважаемые участники заседания, вот вся сегодняшняя дискуссия говорит о том, на мой взгляд, может быть, буду немножко эпатажно, что противникам законопроекта можно спать спокойно. У нас очень много разночтений, хотя все как бы за закон, и каждый этот закон видит самостоятельно. Я хотел бы попросить, первая сегодня ключевая задача от текущего момента, на мой взгляд, это оказать всяческое содействие Министерству экономического развития России в выполнении поручения подготовки и обоснования необходимости принятия законопроекта. Это наша ключевая задача. И весь опыт, накопленный, который за десятилетия работы и экспертного совета, и каждого члена его по решению проблем Арктики необходимо передать специалистам Министерства экономического развития Российской Федерации. Проблемы, они всеобъемлющие и уникальны для каждого предполярного региона, и общие принципы подхода все же есть, и их надо именно найти, опираясь, на мой взгляд, в качестве матрицы на досистематизации предложений, на формулировки, которые есть в утвержденном президентом России стратегии развития Арктики. Там есть направления совершенствования законодательства, которые должны быть обеспечены. И прямо на них, мне кажется, надо и зафиксировать. Второе, я хочу о тех противоречиях, развилках, разночтениях, которые у нас есть и которые надо проговорить и устранить, и выработать единые подходы и позиции сторонников федерального закона. Первое разночтение – это название законопроекта. Как корабль назовешь, так он и поплывет. Об особых условиях развития арктической зоны Российской Федерации, на мой взгляд, это будет наиболее, так сказать, правильное название, потому что речь идет именно об особых условиях правового регулирования развития макрорегиона. И здесь у Вячеслава Анатольевича богатейший опыт по проекту закона о Дальнем Востоке и Байкальского региона и об Арктике, они как бы корреспондируются, как совершенно справедливо здесь было сказано. Вторая развилка – это территория действия федерального закона. Здесь мы тоже можем погрязнуть, на мой взгляд, на многие годы, если не десятилетия, по поводу того, какая должна быть территория. С одной стороны, совершенно очевидно, что вопрос, касающийся объекта регулирования, должен быть четко зафиксирован, а с другой стороны, четкая фиксация этой территории, как совершенно правильно сказала Валентина Николаевна, наткнется на очень серьезные противоречия. И мы никак не сдвинемся с мертвой точки. Третье – это вопрос комплексного развития территории Арктики и равномерного социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. Это далеко не одно и то же, и, конечно же, равномерное развитие территории Арктики никому не нужно, так сказать, и невозможно в принципе вообще. И еще один аспект, который тоже постоянно дискутируется, это надо определиться, сокращение постоянного населения в арктической зоне Российской Федерации – это благо или проблема. Это очень важно для того, чтобы обеспечить правовое регулирование и наполнение законодательства. На мой взгляд, оптимизация расселения населения безусловно необходима, и она должна быть основана в первую очередь на свободе выбора. И здесь три направления. Первое – это трудовые ресурсы для хозяйственной деятельности. Второе – это постоянное население. И третье – это коренные малочисленные народы Севера. Должны быть принципиально разные подходы к правовому регулированию вопросов и к решению проблем доступности государственным услугам, которые должны быть обеспечены в соответствии с 18 статьей Конституции Российской Федерации. Ну и еще как предложение, на мой взгляд, чтобы обеспечить максимально согласованную позицию хотя бы регионов, входящих в перечень предполярных регионов Российской Федерации. На мой взгляд, если бы регионы эти подписали соглашение о совместных действиях и создали ассоциацию регионов Арктической зоны Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством о создании ассоциации, то можно было бы уже на уровне хотя бы регионов вырабатывать единую согласованную позицию, которую затем представлять и в экспертный совет, и для рассмотрения на заседании Госкомиссии. А вообще всю работу, еще раз хотел бы подчеркнуть важность и необходимость всю работу и по всем направлениям проделать через призму достижения главной цели текущего момента, обосновать необходимость разработки отдельного федерального закона и принятия правительством Российской Федерации
очень непростого решения в современных условиях и в современных ограничениях. Спасибо за внимание. Хорошо. Уважаемые коллеги, мы, наверное, будем завершать, потому что я просто не могу вас держать, потому что у нас там впереди еще большая программа, и мы не можем ее там срывать и все остальное. Значит, поэтому, нет, давайте так сделаем мы. Значит, мы так сделаем, вот давайте, значит, вам понравится, как говорит наш президент, так? Первое. Мы одобряем, на самом деле, значит, вот предложение Минэкономразвития, пункт 1 о необходимости принятия закона, пункт 2 тот проект структуры, который, значит, здесь был доложен. Так? Это первое. Второе. Значит, к этому вы, поскольку вы сказали при общем одобрении свои замечания и предложения, значит, мы давайте уговоримся, значит, Александр Витальевич, вам к 1 сентября необходимо, да, значит, направить все свои предложения по 2 пунктам. Первое, по структуре самого закона. Вы видите, сколько мы новых тут моментов набрали, и геология, там, и другие вещи, социальные вопросы и так далее. Значит, и второе, значит, уже по содержанию тех или иных разделов, значит, у кого есть гениальные, значит, идеи. Это все надо направить к 1 сентября. А потом мы уговоримся с Министерством экономического развития, как мы создадим, значит, совместные, значит, рабочие группы, потому что, да, при Госкомиссии есть, значит, специальный, значит, совет, который будет заниматься экономическим вопросом во главе с Уликаевым. Но, значит, надо сразу на первой стадии привлекать депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, чтобы мы уже это все перекладывали на язык закона, а не получалось так, что получили от вас какой-то проект, а потом годами его там, значит, замечания по нему писали. Сразу мы должны вместе работать. Вот так уговариваемся, так? Значит, это первое наше такое большое решение. В этой связи, вот кто не успел высказать те или иные предложения, значит, вот вам есть возможность в Минэкономразвития на основании сегодняшнего решения направить все свои предложения. Это первое. Второе. Относительно как бы протокола. У вас есть протокол заседания экспертного совета номер 4. Вот проект протокола. Значит, в основном он согласовывался с вами, так? Но тем не менее в ходе нашего сегодняшнего заседания там выявились те или иные вопросы. Значит, так, поэтому, значит, давайте в течение недели предложения к этому протоколу. Значит, и мы его оформим, подпишем. Значит, некоторые вопросы согласуем с Валентиной Ивановной, коль скоро она у нас председательствовала, сегодня здесь была. Значит, так, поэтому все, значит, что вы думаете, давайте, значит, включайте сюда. Значит, и потом на основании этого протокола уже дальше будем строить работу экспертного совета, экспертного. Я думаю, что мы, экспертный совет, еще в соответствии с планом в этом году должен собраться дважды. Еще у нас впереди заседание президиума, а еще под конец года заседание всего экспертного совета. Поэтому вот и будем дальше работать. Так, наверное, Михаил? Но критическое замечание, честно говоря. Хочу немножко... Будучи депутатом от Республики Бурятия, я столкнулся с тем, что любой закон, который носит региональное значение, федеральный закон, который носит региональное географическое значение, он вступает в противоречие с огромным количеством других законов. Например, закон об охране озера Байкал. И когда мы примем закон об Арктике, он станет в любом случае вступит в противоречие с огромным количеством других законов. Я хочу вот об этом предупредить. Может быть, надо закон о районировании России принять, например? Нет, это же на самом деле дело абсолютно обычное. Значит, будет принят этот закон, и еще его вторая часть будет, наверное, не меньше толщиной, чем этот закон, а внесение изменений в другие законы сразу по ходу дела. Это дело своеобычное, ничего тут такого технически сложного нет. Ну что, значит, уважаемые коллеги, я выражаю вам искреннюю благодарность за то, что вы приняли участие в сегодняшнем заседании президиума, тем более, что многим пришлось всю страну пересечь, так? Значит, и перемена времени, значит, недоедание, недосыпание и так далее. Но, тем не менее, значит, я думаю, что мы плодотворно поработали и вчера, и сегодня, и у нас будет результат. Спасибо. Недосыпание.